Читаем парламентскую газету от 7 марта 2019 года под номером 9. Статья «Получить детские пособия станет проще». Заявление о назначении ежемесячной выплаты за первого и второго ребенка могут разрешить подавать не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания. Такая норма прописана в законопроекте, рассмотренном депутатами в первом чтении 5 марта. По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексея Вовченко, информация о назначении выплаты на первого ребенка будет размещаться в единой государственной информационной системе социального обеспечения. В свою очередь, граждане, согласно закону, будут обязаны извещать об изменении места пребывания или фактического проживания органы соцзащиты при получении выплат на первого ребенка и пенсионный фонд, если деньги перечисляются на второго малыша. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева уточнила, что данные поправки в законодательство ускорят и облегчат подачу заявлений на получение указанных пособий. По инициативе президента выплаты на первого и второго ребенка начисляются россиянам с невысоким доходом с 2018 года. Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму в регионе, где живет семья. Сейчас претендовать на них могут семьи, чей заработок не превышает 1,5 прожиточных минимума на человека. С 2020 года круг получателей выплат планируется расширить. 20 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил назначать их семьям, чей доход не превышает 2 прожиточных минимумов на человека. Статью подготовила Ольга Шульга. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.